Оторвитесь от экрана. Взгляните дальше, за сцену. Этот масштаб сложно передать словами. Рукотворные колонны сравнялись с вершинами окрестных сопок. Вы можете поверить, что этот гигант можно сдвинуть с места. Но это правда, и поэтому мы сегодня здесь. Событие, которое мы с нетерпением ждали, свершилось. Основание для новой платформы проекта «Сахалин-1» готово к отплытию. Мы шли к этому 2 года. На Дальнем Востоке России только этот док оказался способен вместить в себя конструкцию такого размера. В 2009 году компания Квернер, генеральный подрядчик по строительству основания платформы, начала подготовку. На строительной площадке работало до 2000 специалистов со всего Приморья. Грандиозная стройка обеспечила дополнительные инвестиции в экономику региона. Рядом с котлованом было построено 2 бетонных завода, использующих гравий из местных разрезов, цемент из Спасска-Дальнего, песок из-под Новошахтинска, арматура из Комсомольска-на-Амуре. Для строительства был использован проверенный метод скользящей опалубки. Это эффективный, но сложный процесс. Он требует непрерывно вести целый комплекс работ: укладку арматуры, установку закладных деталей, заливку бетона. Этот колосс должен выдерживать напор льдов и неистовство стихий больше 40 лет. Для этого конструкторы выбрали особо прочный бетон, усиленный стальной арматурой и вантами. Для еще большей защиты от натиска льда на основание одели ледовый пояс. Это новая конструкторская разработка, которая ранее не использовалась ни в России, ни за рубежом. Верхнее строение и буровое оборудование будут защищены от сейсмических воздействий специальными скользящими опорами на вершине каждой колонны. Снаружи это кажется монолитом, правда? Но на самом деле внутри километры и километры труб и коммуникаций дистанционного управления. Они пронзают основание, как кровеносные сосуды тела человека. Совсем скоро по этим трубам пойдет нефть, черное золото Земли. После установки на месторождении железобетонная конструкция будет надежно удерживаться на месте под действием силы гравитации. Именно поэтому она называется «основание гравитационного типа». Через год сооружение обретет свой окончательный вид. На основание будет установлен верхний модуль с буровым и технологическим оборудованием, жилыми помещениями. Платформу подсоединят к уже работающей инфраструктуре проекта «Сахалин-1». И в 2014 году месторождение Аркутун-Даги даст первую нефть. Платформа получит гордое имя «Беркут» и встанет в один ряд с другими железными птицами края – буровой установкой «Ястреб» и платформой «Орлан». Эти объекты уже давно работают на Сахалинском шельфе. За эти годы проект «Сахалин-1» принес многочисленные выгоды России и ее жителям, одновременно демонстрируя выдающиеся показатели по технике безопасности и охране окружающей среды. Современные технологии, отличное качество, рекордные сроки исполнения работ стали возможными только благодаря тому, что в реализации проекта принимали участие удивительные люди, талантливые россияне, бесконечно преданные своему делу. Сегодня уже можно с уверенностью сказать, месторождение Аркутун-Даги станет знаменательной вехой в истории освоения российского шельфа. Россия, которая всегда считалась великой морской державой, еще раз доказала свое лидерство в освоении шельфовых месторождений. Стоя рядом с этим колоссом, сложно даже представить, что он способен двигаться. Но совсем скоро он отправится в путешествие через 2 моря и пролив Лаперуза к своему постоянному месту работы. Там, на далеком шельфе, он будет трудиться на благо России и вносить свой вклад в жизнь будущих поколений. Скоро мы увидим это своими глазами.